Так, дети ушли на следующую, как говорится, станцию. Мы поговорим, что же здесь все-таки детям показывают. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Бажин Кирилл, я научный сотрудник лаборатории инженерной геокриологии Института межзвездноведения имени Павла Ивановича Мельникова. Вот сегодня детям что рассказывали? Интересно же. Я рассказывал про свою профессию, я геофизик, 9 лет живу в Якутии, работаю в Институте межзвездноведения и с помощью законов физики изучаю наши недра, то есть в каком они состоянии находятся, это талые, мерзлые породы, какие это породы, ну и какие полезные ископаемые там могут быть. Сегодня я детям рассказывал о том, с помощью каких приборов мы измеряем температуру в скважинах, чтобы узнать, где у нас талики и какая температура мерзлоты. Вот представлены косы, это специальные приборы, передающие температуру через сотовую связь к нам прямо на компьютер. Вот ручные приборы для измерения температуры. Вот. Также у нас есть приборы для измерения минерализации и температуры воды, чтобы знать, какая по качеству эта вода, пригодна она для питья и какие компоненты в ней содержатся. GPS-навигатор, чтобы привязывать все наши скважинные точки. Вот. Ноутбук – неотъемлемая часть нашей работы, там хранятся все наши данные. Вот здесь представлены некоторые приборы для геофизических работ. Здесь станция «Скала-64», это наша российская разработка, в городе Новосибирске делают. Этот прибор предназначен для работ методами электротомографии. Мы с помощью пропускания электрического тока и замеров напряжения узнаем, какие породы и в каком состоянии находятся под нашей землей. Можем просветить землю до 100 метров. Также в комплекте с этим прибором идут косы и вот такие вот электродики, чтобы втыкать их в землю. Дальше у нас я рассказывал детям про сейсмические методы. Это прибор ИДС-1. Он предназначен для измерения длины свай, для определения качества бетонных конструкций. Также может использоваться как сейсмостанция для определения геологических границ и уточнения, какие породы залегают у нас под землей. И представлен здесь антенный блок георадара фирмы Logis. Вот. Он предназначен для зондирования земной коры до глубины 10-15 метров, чтобы узнать, какие у нас где границы, где опять же талые и мерзлые породы и какие это породы. Вот. Я принес с собой только некоторую часть из огромного множества приборов, которыми мы пользуемся. Но вот, к сожалению, все не уместить в один рассказ. А хотелось бы спросить, вот сейчас Институт межзвездноведения что использует в народном хозяйстве наиболее, так скажем, пользующийся спросом из представленных представленного оборудования? Активно используются термокосы для замеров температур, потому что все дома нам нужно обслуживать и знать, какая температура основания, чтобы дом стоял крепко. Мы используем геофизические приборы для электротомографии, для производства инженерных изысканий. Это инженерные изыскания под реконструкцию аэропорта города Якутска, инженерные изыскания для строительства моста через реку Лена, инженерные изыскания для реконструкции всех федеральных автодорог. Также используем георадары для этих же целей. Также мои коллеги используют георадары для поисков бивни мамонта, разрабатывают технологии. Также обязательно мы изучаем качество бетона и длину свай, когда не сохранились архивные материалы, либо какие-то спорные вопросы между строителями, проектировщиками возникают. То есть на сегодня Институт межзвездноведения занимается безопасными, качественными дорогами, проектированием и моста, я правильно понимаю? Мы занимаемся научным сопровождением всех этих проектов, надзором, и мы в тесном содружестве с проектировщиками помогаем им принимать правильные решения при строительстве. Вот. Ну и, соответственно, мы сотрудничаем также с автодорожным факультетом Северо-Восточного федерального университета в плане конструктива дорог, как дороги оказывают влияние на мерзлоту, как нам избежать всеми нами любимых вот этих волн, пучений, осадок, чтобы дорога прослужила больше. Вот мы стараемся как-то со строителями об этом тоже договариваться. Вот надеемся, это принесет пользу. Также ведутся разработки по улучшению ландшафтов, вот, чтобы избежать вот сетчатого рельефа, который появляется после пашин.
чтобы сохранилась пашня как можно дольше, либо посевные какие-то там луга, либо где сено косят. Вот. А не подскажете сейчас наиболее приемлемое, на чем вы летом работаете, кроме уже, так скажем, наверное, есть, кроме вот таких работ, такая конкретно научная работа, да? Научная работа – это разработка методик контроля различных линейных гидрогорно-технических сооружений, контроля оснований этих сооружений. Ведутся работы по созданию мерзлотных и ландшафтных карт республики, ну и вообще зоны вечной мерзлоты. Ведутся работы по моделированию изменений вечной мерзлоты, как сооружения влияют на вечную мерзлоту, как человек влияет на вечную мерзлоту, ну и, конечно же, как изменяется наш климат. Ну, важные такие вопросы, от которых зависит наша жизнь. А вот если взять уже более по-деловому, и с точки зрения, что сейчас происходит, это пожары и так далее, изменение климата, оно уже доказано институтом мерзлотоведения. Ну, изменение климата доказано многими учеными. То есть это может сделать любой обыватель. Зайти на сайт гидрометслужбы и посмотреть данные по температуре за последние 50 и 100 лет. Все прекрасно знают, что раньше среднегодовая температура в районе Якутска была минус 12, а сейчас она уже минус 9. То есть идет потепление климата. Но стоит заметить, что не везде. Где-то понижается температура, где-то повышается. Ну, в целом, по земному шару. То есть изменения идут. А как вот в этом участвует институт мерзлотоведения на сегодня, раз вы здесь, в парке «Моя история», присутствуете? У нас есть специальные исследовательские площадки, где мы замеряем температуру воздуха, температуру грунта, температуру на поверхности грунта, на различных глубинах. То есть вот это вот наш большой вклад, то есть в мировую систему мониторинга изменения климата. Мы следим за тем, как обрушаются берега, ну, как они деградируют, как океан у нас отвоевывает землю, как меняет свое русло река Лена, какая полноводность рек, малых и больших, как у нас увеличивается сезонное протаивание и промерзание, как образуются талики. Вот пожары, вы, да, говорите, чем они опасны, что у нас происходит деградация мерзлоты и образуются талики. То есть там вот, возможно, там после пожаров образование алласов, деградация каких-то полезных земель. Ну и, соответственно, да, у нас там из-за огромного количества дыма там создается подобие там парниковых эффектов, что-то тепло задерживается, они уходят. Вы еще придете в парк «Моя история»? Если пригласят, конечно, обязательно приду.